внимательно слушают музыку и смотрят на меня. Все движения, которые буду делать я, постарайтесь по мере своих сил выполнять. Не смущайтесь, если у вас не сразу все будет получаться. Продолжайте текст. Музыка. Начали. Так, хорошо. Ниже. Еще. Что с вами? А вы почему не выполняете наклоны, как все? Джигит никогда не теряет достоинства перед женщиной. А перед красивой женщиной тем более... Мы такие. Тогда вот что, попробуем продолжить. Принесет ваш друг, песню приглашение. Ноги устойчивый случай, зато никому музыка, пластика и красота. Вот что такое судья, роли забыли, люблю без нас и навсегда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Сегодня у нас праздник. Наречение именами наших детей. Так не принес сегодня никто новорожденных. А что случилось? Понимаешь, председатель, без наших дедушек мы им имен давать не будем. Это же обычай, всегда так было. Моей племяннице дали имя без стариков. Спросите, как ее зовут? Девочка, как тебя зовут? Электроника. Интересно. Пошли, подруги, пошли. Да, правильно. Подождем, старик. Хорошо, что нас не пустили в эту сауну. Да, там, говорят, воды нет, только пар и 1500 градусов температура. Но зато все грехи смывает. Правильно. Как? 1500? Живьем можно сгореть. Ну, что ли? 500 точно может быть. Это можно, это нормально. Ваше время истекло. Сейчас выходим, сестричка. А вы что, не раздевались? Зачем раздеваться? Воды нет, мыла нет. Так лучше. Ну, что тут у тебя, Морозочка? Баланс не сходится. Да? Ну-ка, дай-ка. Сейчас я попробую. Нет, это что-то не то. Нужно звать Назара Назаровича. Мне только его сейчас и не хватает. Слушай, а что, если я тебе из Ашхабада профессора привезу, который меня экономике учил? Нет, я как-нибудь сама справлюсь. Молодец. Упрямый, как дед Назар. Мой дедушка не Назар, мой дедушка Мирет. Ну, хорошо, хорошо, извини.
Зарапортовался совсем. Джафар, Да-да. вас народ ждет в правлении. А что такое? Да все опять о стариках. Хорошо, я сейчас. Ну, желаю успеха. Так. О, держи. Попал. Вот этого. Неправильно держишь, так нельзя держать. Целься в него. Ай, не умеешь, не берись, мази. А ты думаешь, попадем? Думать не надо, каждый шар сам свое гнездо найдет. Что это за музыка? Там. Ай, Смотри, как настоящий снайпер бьет. Эй, музыкант, не бринчи под руку. Первый раз слышу, что музыка мешает на бильярде играть. Внимание, начинается показательное выступление. Эй, музыкант, убью. Так вы же играть не умеете. А ты умеешь? Да? Давай бей. О, здорово. Метко. Давай сюда. как настроение? Да у меня-то ничего. А хотите, я вам одну притчу расскажу? Боролись как-то два человека. И одному из них люди особенно сочувствовали. Все кричали ему: поднимай его, поднимай. Другие: дай ему подножку. Третий: коленом в живот упрись. А он всех слушал. А в это время соперник раз и положил его на обе лопатки. И он, вздохнув, сказал: из-за ваших советов я растерял то, что сам умел. Да ладно. Ладно. Извините меня. Я, кажется, твой намек понял, мастер. Не беспокойся. Жизнь продолжается. Спасибо. Ну, пошли. Пошли. Держи. Подходи. Это тебе. Все, идите. Спасибо. Скажи им, чтоб ели не торопясь. А мне? Ну, вы меня сегодня разорили. Спасибо. Возьмите. А мне два, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Джаббар Байрамович. О, салам. Ну, как дела? Я думаю, Что? может, все-таки упросить стариков приехать. И потом у нас свадьба Смотрите расстраивается. сами. А что, если Ашира послать к старикам? Может, он уговорит их вернуться? Это ваше дело. И еще, можно вашей машиной воспользоваться? Пожалуйста. На. Спасибо. Пока. До свидания. Слушай, Ашир. Тише. Да, войдите. Здравствуйте, Анна Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Петровна, вы не заняты? Вот, послушайте. Я пришел вам спеть старинную, народную песню. Один человек влюбился в пастушку, как Меджнун, так сильно, что когда она отвергла его, он сошел с ума, а потом превратился в белую птицу и улетел. Ой, вы меня извините, но мне и богу не до птиц. А что случилось? Да ключ, понимаете, вот от этого шкафчика я потеряла. Сейчас лекарства нужно раздавать, а я глупая курица, вот ну не представляю, куда я могла его задевать.
Теперь вы останетесь без лекарства, пока я мастера найду. Держи. Зачем? Держи. Не надо так убиваться. У нас свой мастер есть. Где? Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он может сломать любой замок. Не сломать, а починить. Да. Да вы понимаете, я ключ потеряла и в безвыходном положении. Не могу шкаф открыть. Помогите, пожалуйста. И никакой другой ключ не подходит. Попробуем. Вам, наверное, инструменты нужны. У меня все есть. Да? Пожалуйста. Отвернитесь. Отвернитесь, отвернитесь. Ну? Пожалуйста. Это детские игрушки. Потрясающе, это невозможно. Надо же, раз и открыл. Я не знаю, вы все же волшебник, но это же чудеса. Да нет, обыкновенный взломщик. То есть как это взлом? Да он просто шутит. Он мастер великолепный. Простые камни, и те улыбаются в его руках. Хороший человек. Нет, Петела действительно молодец, и я просто должна его поцеловать. Нет, 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 это лишнее. Надевай, идем. Это совсем не лишнее. Ой. Осторожнее. С этим ювелиром надо держать ухо востро. Сердцеед. Что вы говорите? Хорошо сидим. Какой чай. Ну, как вам тут нравится в профилактории? Я вам на чистоту скажу, зачем приехал сюда. К нам едут кубинцы. О, на мустангах приедут, да? Скачек не будет. Вот угостить мы их по-туркменски не сумеем. И очень жаль. Так это я могу? Конечно же я могу. Хватит, перестань. Что ты как старая кочерга все в огонь лезешь? Макароны сварят, яичницу с колбасой. Обойдутся. А у вас, Алло-ага, ваш правнук еще не появился на свет. А я думал, что ты привез мне добрую весть. Так зачем ты приехал? Как зачем? Ну, прежде всего, просить вас, чтобы вы вернулись. А вас разве домой не тянет? Тянет. Все как? Конечно. Ой, Тянет. тянет. А теперь меня слушай, я тебе скажу на чистоту. Отвергнутый гость не будет просить о ночлеге. Все правильно. Не кричите, Устага, тихо. Что ты делаешь? Джигиты! Устага! Меня похитили! Спасайте! Спокойно! Да что вы за одну ночь не сможете сделать украшение, что ли? Украшение? Да. Это я могу. Ну вот, а вы испугались. Давно ответая, когда над краем ночи свет зайдет, рассвет.